Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кому вы не даете покоя? Кто страдает, думает, беспокоится, накручивает себя по поводу вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Ни о ком не думайте, песочек все увидит сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какая огромная пятерка. Ничего себе. А тут не один человек. Два. Один с огромной пятеркой в руках, а другой на расстоянии держится. Либо, в принципе, на очень удаленном расстоянии от вас находится. Но давайте начнем с вот этого, у кого пятерка в руках. Пятерка – это недобрый знак. Пятерка говорит о том, что человек сейчас в каком-то ударе, злится, места себе не находит, с кем-то ругается. Вот на нервах весь, да, как живой оголенный нерв. Да, вот так выглядит. Бушует все внутри, кипит. У кого-то еще по пятерке могут отыграться травмы и болезни. Да? Вот человек заболел, либо травмировался очень сильно. Злится на весь мир и особенно на вас злится. Да, какой-то грубиян и хам. А вы знаете, еще так интересно показали, что, видите, в затылок врезался бумеранг этому человеку. Прилетело. Прилетела за все хорошее. Не очень мне нравится этот персонаж. Я не могу сказать, что вас соединяло, но явно что-то соединяло. Слава богу, вы сейчас не рядом, не вместе. И буквально этот человек рвет и мечет. Почему? Потому что он считал, что вы у него в наручниках. Видите, наручники, а один наручник расстегнут. То есть вы, скорее всего, от него сбежали. Да? Сбежали. Мужчина властный, мужчина такой авторитарный, патриархально настроенный, либо с такими патриархальными замашками. Мужчина, который не уважает женщин. Мужчина из серии, знаете, вот это «Домострой», да, это его настольная книга, что женщина должна быть всегда при муже, женщина должна быть всегда на кухне, там ее место. Вот как мужчина решил, так и женщина должна сделать. Какой-то от него такой грубый мужланский холод идет. И такая вот прям, знаете, требовательность, чтобы вы прям вообще жизнью своей не жили, а только ему служили. Но вы от него сбежали. Показываю, да, вот птичка упорхнула, а ему, видите, бумеранг в затылок прилетел. Жестко прилетел. Даже если он сейчас болеет или травмировался, знаете, что это ему по делам досталось. За ваши слезы, за ваши мучения, за ваши страдания, за все то, что вы от него вытерпели, да, за его вот это обидное, отвратительное отношение и обращение. Нехороший он мужчина, нехороший. И знаете, на нем стоит печать, печать одиночества. Вот знаете, вот как... ладно, не буду говорить плохо, но, в общем, будет он одиноким до конца своих дней. Потому что с таким характером, с такой подачей он никому не нужен. И его женщины будут избегать, будут бежать от него как от огня. Да? Вы единственная женщина, кто мог вынести этого нервотрепа. Но, с другой стороны, даже вы от него ушли, убежали. Ну, что-то он вам сделал, плохое сделал. Вы терпеливая, вы любящая, вы принимающая, вы жертвенная. Но даже здесь вы не выдержали. А как другая выдержит? Да никто не выдержит. Злой мужик, вот мне идет злой, с таким ужасным, мерзким, противным характером, грубиян и хам. Вот такой мне идет. Еще и дрочливый у кого-то отыграется. Такой, знаете, вот
нет в нем ни жалости, ни нежности, ничего человеческого нет. Вот какой-то такой мужик, либо он таким стал, либо он таким изначально был. Но вот вы от него сбежали, мне показано, и правильно сделали. Птичка упорхнула. И вот он бесится. Бесится, покоя ему не дает, что вы живете свою жизнь, что ваша жизнь налаживается, что вы, ну вот как-то, знаете, процветаете, мне идет. Даже если это не так, то ему издалека кажется, что вы процветаете. И еще его бесит, что вы к нему не идете, что вы его не возвращаете, что вы его не умоляете, что вы можете жить без него. Вот, вы без него прекрасно живете, а он без вас жить не может. Вот это его бесит. Очень злой, очень. Еще и сам себя накручивает, еще сам себе что-то там в фантазиях рисует, придумывает. И у кого-то еще отыграется, что сейчас рядом с ним другая женщина. Возможно, любовница, возможно, кто жена, возможно, и мама, да, просто, может, сестра какая-то. И вот он на эту женщину очень злобно реагирует. Он, гадостные вещи делает, да, он там обзывает, драться лезет. Скорее всего, у кого-то еще отыграется, что пьет как не в себя, и вот это вот все ужасное, да. Ужасная какая-то грязная, черная возня мне идет. Вот его жизнь как возня, даже не просто жизнь, возня какая-то. Вот, так что, девочки, слава Богу, что вы от него убежали. Он, конечно, вас не забыл и забыть вас не может. Единственное, что вам повезло, что у него такой вот очень противный характер. Он очень горделивый человек, он нарцисс от природы. И он не будет вас преследовать, хотя он всегда будет помнить и всегда будет как-то вот со злобой вас вспоминать, что вот ты такая-сякая, меня такое золотце бросила, да еще и не прибежала, и прощения не попросила. Он вас всю жизнь будет ждать, что вы прибежите прощения просить. Вот прям был уверен, что вы прибежите. Был уверен, что будете умолять, он будет над вами издеваться, там придумывать вам какие-то наказания. И вот прям мечтал видеть ваши потухшие глаза и ваше рабское покорство. Вот это он мечтал видеть. Но не так-то было. Мало того, что вы сбежали, так еще и бумеранг прилетел. Бумеранг, я вам скажу, он не первый, он не последний. Там еще будет лететь. Будет. У него перед глазами огромный бумеранг приближается. Тот в затылок маленький ударил, а большой прям в лицо ударит. Может, даже и голову снесет. Очень такой злой и подлый мужчина. Таких мужчин нельзя к женщинам подпускать. Абсолютно нельзя. Они женщин ломают, такие мужчины, ломают, да. Для вас этот мужчина, скорее всего, был каким-то испытанием или, может быть, даже каким-то кармическим уроком, либо кармической проверкой. Но в любом случае вы это пережили, слава Богу, да, вообще не думайте, не вспоминайте. Он никогда вас не забудет, не будет сам искать встречи с вами, потому что гордость не позволит, как бы сердце не щемило, не болело по вам, гордость не позволит. Любил ли он вас? Да, любил, но своей какой-то извращенной, какой-то гнусной любовью. Извините, но скажу так. Такая любовь никому и даром не нужна. Лучше уж без любви, чем вот так, да. То есть, когда он вас обижал, унижал, он так типа считал, что проявляет свою любовь. Может, он сам в детстве был обижен и унижен. И для него это типа норма, да. Кого я люблю, того я и бью. Да. Кого люблю, того и унижаю, того и обижаю. Возможно, да. Возможно, у него там детство такое несчастное было, он весь травмированный. Но это никакого права ему не дает во взрослой жизни унижать и обижать женщин. Но это не дает ему никакого права унижать и обижать женщин. Вот и все. То, что он сейчас имеет, это он сам. Он сам творец своей судьбы. Он видел вас, он видел ваш пример, он видел, что такое любовь, что такое забота, что такое нежность. Но он не захотел этому учиться, он смеялся над этим. А теперь пусть свои бумеранги ловит и сидит, помалкивает. Злится, очень много негатива в вашу сторону льется, говорю вам честно. И чем лучше вы живете, чем ярче вы становитесь, тем больше негатива с его стороны льется. Его негатив вас не задевает. Единственное, что может вам сниться периодически, когда прям сильно там воет по вам, либо сильно злится на вас после там очередной фоточки в соцсетях вашей красивой, может вам сниться. Эмпатически можете его улавливать.
Нет, ужасный человек, я даже не хочу об этом говорить. Так, давайте перейдем ко второму. Второй далеко находится, либо держится на расстоянии. Второй человек очень симпатичный, человек серьезный, но человек, который, скажем так, либо этому человеку что-то про вас наговорили лишнего, да, могли сказать, что вы там деньги любите, могли сказать, что вы мужчин меняете, что вы несерьезная, либо что вы богатого папика себе ищете. Ну, что-то отговорили, грубо говоря, от вас. Либо ввели мужчину в заблуждение. А он, поскольку вас не настолько хорошо знает, да, не столько часто с вами общался, он не то чтобы верит, но как зерна сомнения были посеяны. Скорее всего, ваши в кавычках доброжелатели ему наговорили, ну, либо завистники могли наговорить, да, увидели, что он вами интересуется, и давай ему, значит, там лить воду в уши, причем грязную воду. А у кого-то отыграется, что мужчина сам, вот видя вас, перед вами робеет и считает, что вы действительно какая-то вот богиня, спустившаяся на грешную землю, что вы слишком крутая для него, а он слишком простой для вас. Также он может считать, что вы, ну, допустим, да, в кого-то другого влюблены, либо что вы сосредоточены на своей карьере, что вы действительно такая девушка, да, птица высокого полета, а он, ну, так скажем, птица не очень летающая, ну, либо пока еще не летающая. Мне почему-то кажется, что он молодой, такая прям молодая энергия от него идет. Скорее всего, да, моложе вас по возрасту, либо ментально моложе вас. Ну, такое иногда бывает. Да, мужчине может быть и 40, а он прям как мальчик. И чувствует себя как мальчик, и ведет себя как мальчик. Вот. Это и неплохо, но, опять же, ничего хорошего. То есть мужчина мог и сам себя от вас отговорить, но вы ему очень нравитесь, его очень сильно тянет, он за вами уже давно наблюдает, либо он издалека как-то о вас информацию собирает. Ну, допустим, да, вы там были в одной компании, вы ему нравились, потом раз вы куда-то уехали, либо он куда-то уехал, а в сердце вы остались, ваш образ сердца остался, и никто ему другой не нравится, постоянно о вас думает, постоянно вы ему снитесь, постоянно вот тянет к вам. Такое тоже может быть. А у кого-то отыграется, вот вы где-то рядом находитесь друг с другом, но мужчина не подходит. Наоборот, даже как-то, знаете, обходит вас стороной, потому что либо вас оговорили, либо мужчина сам так решил, что вы слишком крутая для него, а он типа, ну, как бы там лицом не вышел, да, вас недостоин. Может, у вас разный, как достаток, да. Возможно, вы женщина, бизнесмен, предпринимательница, а он обычный там сотрудник, допустим, да, что вообще ваш водитель. Ну, может, не водитель. Ну, не знаю, вот как-то мне идет, что он говорит, я недостоин, я не соответствую, я вот как бы не смогу. Он говорит, вот если было бы у меня там очень много денег, да, была бы машина крутая, конечно, я бы попробовал. А так я сомневаюсь. Боюсь быть посланным нахрен, да, либо куда-нибудь подальше. Почему-то он боится, что вы можете послать. Может, он видел, как вы кого-то отшивали, и ну, вот, действительно человека не пощадили. И он такой, блин, а если она мне такое расскажет? Это же все, путь заказан. Я уже к ней никогда не подойду, я никогда не смогу к ней обратиться. Ну, какую-то выжидательную позицию занимает, но ему действительно нет покоя из-за вас, потому что очень сильно тянет, с каждым днем это притяжение все сильнее и сильнее становится, у него уже прям как зависимость от вас, потребность в вас, пусть не общаться с вами, пусть не быть вместе, но хотя бы вас видеть, либо хотя бы хоть какую-то информацию о вас получать, либо хотя бы, не знаю, сидеть и предаваться мечтам, рассматривать ваши фотографии, да, вот есть у него такая потребность, и все больше и больше это нарастает. Возможно, кстати, вы девушка не свободная, и он такой думает, ну вот как я так приду, как я буду вмешиваться в ее личную жизнь, что она мне скажет, и куда она меня пошлет, да, и что со мной сделает. То есть мужа вашего, если вы замужем, он не боится, но он боится, что он испортит вам жизнь, что он причинит вам вред, что он принесет какие-то проблемы, разногласия в вашу семейную жизнь. Он не все знает о том, как вы живете, с кем вы живете. Даже если вот у кого-то действительно брак, может быть, брак уже сам себя изжил, может быть, в этом браке уже ничего особо и нет. Да, ничего вместе не держит, там, кроме детей, либо общей ипотеки.
Но мужчина считает, что у вас хорошая семья, да, он видел вас, скорее всего, с вашим мужем, либо знает, ему кто-то сказал, что у вас семья, и вы живете, и все у вас хорошо. То есть тоже может быть как вариант, да, почему он не подходит. Но здесь именно конкретно указание на то, что он сознательно держит дистанцию. Сознательно, то есть это его решение. Ну и то, что у него чувство к вам настоящее, это тоже здесь показано. Этот мужчина буквально мечтает о том, чтобы вот какие-то деньги большие заработать. И как-то вот, знаете, ну не то чтобы популярным стать, но хотя бы вот имя себе сделать, да, в своих кругах хотя бы было бы имя, чтобы соответствовать такой прекрасной, шикарной женщине, как вам. И также, девочки, если вы действительно в браке, этот мужчина такой, ну типа, я буду ждать, и я буду надеяться, и если как бы мы друг другу по судьбе, то мы будем вместе. Не знаю, насколько его хватит, потому что я уже говорила, да, зависимость у него от вас. Сейчас я, наверное, лучше карты возьму. На картах хотя бы вопросы можно позадавать. Посмотрим. Мне прямо его жалко. Я вижу, что человек очень хороший, но и вижу, что он такой немножечко как зашоренный в плане того, что вы крутая, а он обычный. Ну, видите, уважает, ценит, считает себя ниже, чем вы. И это его сознательная позиция. Это не так, что вот кто-то ему сказал, либо вы ему на место указали. Нет, он изначально себя ставит ниже, чем вы. Хотя, возможно, у него и заработок выше, чем у вас, у кого-то отыграется. Ну, вот как-то так он себе решил, что вы слишком крутая для него, что вы точно им не заинтересуетесь, что вы, ну, типа, либо с кем-то другим, ну, либо, в принципе, на него внимания не обратите. Почему он такой запуганный? Действительно какой-то зашоренный. Вот как я сказала, да, время еще не пришло. Не пришло время ему заявить о себе. А это время, оно обязательно придет, девочки, обязательно. И еще я вижу, что он будет налаживать контакт с какой-то женщиной, чтобы эта женщина помогла ему к вам как-то приблизиться, либо о вас ему информацию вот подсматривала за вами, да, информацию вам рассказывала. С какой-то женщиной будет общаться. Там женщина такая интересная, да, тоже непростая. Вы знаете, он дождется своего шанса, и он проявится к вам, но проявится не как кавалер, не как ухажер, не как, ну, этот кто, жених, да, а проявится как друг, как настоящий друг, как защитник, как помощник, такой, знаете, помогатор, да. И еще я вижу, что этот мужчина, он, возможно, даже не решится сразу к вам подойти, но он может вам написать смс-ку, либо в соцсети написать, и вот, ну, буквально по этим картам предложить свою помощь, предложить свою защиту, предложить свое участие. Вот как-то так. Ну, видите, не хочет он нарваться на грубость. Он боится быть посланным. И поэтому будет действовать так. Еще немножко посидит где-то с месяц в тайных поклонниках, а потом его все-таки прорвет. Вот прям, не знаю, будильник прозвенит, и он такой, все, надо действовать. Я готов, я созрел. И вот будет предлагать вам свою дружбу, свое дружеское плечо, защиту, покровительство, помощь, да, вот это он будет вам предлагать. Он с этого начнет. Он скажет, нет, я не жених, я не претендую, я просто хочу быть тебе нужным, важным и полезным. Я хочу тебе помогать. Так, а будет у вас что-то с ним? О! Ну, на самом деле, девочки, я так скажу, у вас другой мужчина по судьбе, другой. А этот мужчина, ну, он может быть, да, только лишь вашим другом. Ну, тут вы, скорее всего, его не захотите. Может, вам не интересен такой мужчина, который на вас молится, да, ну, какие-то отношения. Мужик на меня молится. Мне нужно, чтобы мужик меня любил,
а не молился на меня. У вас другой мужчина по судьбе. С другим мужчиной у вас будут классные, стабильные отношения, и счастье будет. С другим, понимаете? А с этим он только лишь другом может вам быть. Вы его примете только лишь как друга. Вот такая именно информация пришла. Что вы еще должны знать? Что вы должны знать по поводу этого мужчины? Что вы должны знать? Как-то вас будет защищать за спиной, защищать, как какую-то беду будет от вас отводить. Знаете, да, вот как земной ангел-хранитель. Даже если вы его не примете как партнера, он все равно будет всегда вам помогать и защищать. Вы для него навсегда останетесь той самой единственной богиней, на которую он будет молиться и день, и ночь. Ну, это такая, знаете, роковая неразделенная любовь идет. Ну, вот поэтому и не даете покоя. Ну, может, действительно характер незрелый, а может, действительно так сильно влюбился и, ну, видит вас немножко не такой, какая вы на самом деле. То есть вы земная, вы теплая, вы открытая, а он видит вас, наоборот, какой-то вот прям богиней, да, сошедшей с небес. И что наш мир такой грязный для вас, и вы такое светлое облачко в этом черном грязном мире. Ну, какое-то, да, изначально неправильное отношение. Но кто захочет, чтобы на нее молились? Вот скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что это какая-то форма извращения. Вот здесь хам и грубиян, а здесь какой-то любитель помолиться вышел. Ну, что есть, то есть. Не даете вы им покоя. Не даете, и все. И девушки, которые сейчас действительно находятся в паре, в браке. Ваш муж, либо ваш парень очень сильно озабочен тем, что ему кажется, что вы его скоро бросите. Но есть у него такое ощущение, что вы его скоро бросите. Он не понимает, откуда это. Возможно, вы ему ни повода не давали, не говорили с ним на эту тему. Но вот у него есть такое стойкое ощущение, что вы его скоро бросите. Ну, не хочет он этого, не хочет. Даже если отношения не очень, все равно он этого не хочет. Я вижу здесь какие-то попытки все смягчить, улучшить, вас как-то расслабить, задобрить. Ну, в общем, будет стараться, девочки, будет стараться. Но если вы уже конкретно приняли решение его бросить, ну, будет держаться за вашу юбку, да. То есть вам еще предстоит побороться за свою свободу. Да? Мужчина, ну, не хочет, чтобы вы его бросали, он не хочет с вами расставаться. Даже если отношения не очень, он все равно не хочет вас терять. Вы все-таки женщина для него особенная. Вы для всех женщин особенная. Вы для всех этих мужиков вы особенная женщина. А почему-то мне еще кажется, что вы свои ценности не осознаете. Не осознаете. Чем быстрее вы осознаете свою ценность, тем быстрее поменяется ваша жизнь к лучшему. Вот поверьте, так оно и будет. Даже с мужем, либо с парнем могут исправиться отношения, когда вы осознаете свою ценность. Любите себя в первую очередь, ну а потом уже всех остальных понемножку. Да, тем более карты показали, да, что у вас с другим мужчиной, скорее всего, да, если муж или парень, то у вас еще все наладится и все может быть шикарно. Только научитесь любить себя, ценить себя и уважать себя. Это прям навык жизненно необходимый для того, чтобы стать счастливой. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.